10 удивительных мест Казахстана. Озеро Каинды. В 1910 году в результате землетрясения вода затопила небольшое ущелье с вековыми деревьями. Так образовалось озеро Каинды, под водой которого деревья успели покрыться водорослями, превратившись в своеобразный сказочный лес. По дну Каинды в ледяной воде озер, которая образовалась здесь после землетрясения 100 лет назад, прекрасно сохранился хвойный лес. Вода, хлынув в ущелье, затопила величественные деревья. Даже самым бесстрашным становится не по себе при виде мистического затонувшего леса Каинды, окруженного каменистыми склонами, крутыми скалами и ущельями. Чаша озера находится на высоте 2000 метров над уровнем моря в одном из ущелий Күнгей-Алатау. Длина составляет около 400 метров, глубина почти 30 метров. Причем прозрачная вода позволяет разглядеть почти все детали дна. В озеро впадает река, во время дождей наполняющая частицами горных пород, которые, оседая на ветвях, образуют удивительные сталактиты самых причудливых форм. Туркестан Яссы. Туркестан – город, имеющий 1500-летнюю историю. Его главная достопримечательность – мавзолей Яссави, построенный в XIV-XV веках по заказу эмира Тимура, известного как Тамерлан, занесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город славится не только мавзолеем Яссави. Здесь построен целый ансамбль исторических сооружений, среди которых усыпальница внучки Тамерлана Рабии Султан-бегим, усыпальницы казахских ханов и представителей знатных родов, старинные мечети и медресе. Баянаул. Казахский поселок с монгольским названием основал русский атаман 185 лет назад. Тогда гора счастья и благодати приглянулась казахам чистыми озерами, живописными долинами, богатством хвойных и лиственных лесов. Территория объявлена национальным парком. Здешняя флора насчитывает 438 видов растений, включая 50 реликтовых, а фауна – 40 видов млекопитающих и 70 видов птиц. Тем, кому этого недостаточно, здесь с удовольствием покажут причудливые изваяния, сотворенные самой природой, священную пещеру, каменную голову и многие другие. Сотворенная самой природой каменная голова, скала Кемпртас. Горы Актау. 15 миллионов лет назад здесь был гигантский океан Тетис. Теперь на его месте слои осадочных пород причудливых форм и цветов – красного, желтого, голубого и белого. Удивительная страна, древняя и пустынная, охраняет тайны глубокого прошлого и покоряет своим молчаливым величием и безжизненностью. Огромные конические вершины напоминают египетские пирамиды. Горы Актау называют музеем далекого прошлого Земли. В слоях озерных отложений найдены хорошо сохранившиеся останки динозавров, гигантских носорогов, крокодилов, черепах и других животных, возраст которых оценивается в 25-30 миллионов лет. Среди просторов Актау затерялся оазис, где по местным легендам обитали снежные люди. Все это позволило создать первый в Казахстане палеонтологический музей под открытым небом. Сейчас горы входят в крупнейший национальный парк Казахстана Алтын-Эмель. Рай для любителей природы площадью 460 гектаров. Горы Тянь-Шаня. Горы духов.
Небесные горы Тянь-Шань, лежащие в самом сердце Азии, зачаровывают и потрясают воображение путешественника. Словно громадный спящий зверь, закованный на века в ледяной панцирь, протянулись они на 2500 километров. Высшая точка Тянь-Шаня, пик Победы, 7439 метров над уровнем моря. Недалеко от него возвышается хан Тенгри, который на местном наречии именуют Канто, или гора крови. На закате лучи солнца, падающие на вершину, заставляют ее сиять красным цветом. Балхаш – это второе по величине после Каспийского моря непересыхающее соленое озеро в мире. Вместе с тем Балхаш занимает 13 место в списке крупнейших озер Земли. Уникальность его в том, что узким проливом оно разделено на две половины. В восточной части вода солоноватая, а в западной почти пресная. Местная легенда романтически объясняет его происхождение. Красавица Или, дочь чародея Балхаша, полюбив бедного пастуха Каратала, сбежала с ним от отца. Тот, узнав о предательстве, наложил заклятие на возлюбленных, и они превратились в две реки, стремительно несущие свои воды из гор. А чтобы реки никогда не соединились, Балхаш упал между ними и стал седым от пенных волн озером. Большое Алматинское озеро. Это озеро, питаемое ледниковой водой, расположено в ущелье 28,5 тысяч над уровнем моря. Скованные цепью горных вершин его зеркальные воды образуют впадину глубиной в 40 метров. С берега открывается чарующая и таинственная панорама. Древние ледниковые отложения, суровые скалы и тенистые ели Тянь-Шаня. Цвет озера имеет свойство меняться от бледно-зеленого к голубому, бирюзово-голубому, в зависимости от сезона года или времени суток. Особенно красиво здесь бывает по утрам, когда в спокойной и прозрачной глади воды отражаются небеса и окружающие горы. Поющий бархан. Создается ощущение, будто здесь ведется какая-то невидимая и неведомая людям жизнь. Духи пустыни, фантастические животные, колокола погребенных городов и подземные реки. Эти ассоциации рождает таинственный бархан, издающий выразительные звуки, от слабого писка до мелодии органа и даже грохота. Причина заключается в трении песчинок при движении песка, к примеру, от ветра или ходьбы. Поющие пески, как все таинственные, породили множество мифов. По одной легенде, в бархан обратился черт, который по дороге домой уснул, а теперь стонет, как только кто-то пытается его разбудить. Согласно другому преданию, под барханом похоронены Чингисхан и его соратники, а песок поет, когда сердце хана, изнемогая от душевных мук, рассказывает потомкам о своих подвигах. Несмотря на зыбкость песка и сильные ветры, поющий бархан не кочует по равнине, а остается на месте вот уже несколько тысячелетий. В длину он растянулся на 3 километра, в ширину на 150 километров. Если вдруг соберетесь отправиться в национальный парк Алтан-Эмель, послушать музыку этой громадной песчаной горы, помните, она звучит лишь в сухую погоду, причем наибольшая громкость приходится на середину дня, и при этом температуре около плюс 24 градусов. Медео.
Крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового покрытия 10,5 тысяч метров. Авторы стадиона, архитекторы и инженеры были удостоены государственной премии. Здешняя система искусственного замораживания льда не имеет аналогов во всем мире и позволяет поддерживать поверхность катка в течение 8 месяцев в году. Поле заливается чистейшей высокогорной водой. Считается, что это способствует достижению высоких результатов в конькобежном спорте. Алматинский каток прозвали «фабрикой рекордов». В 2003 году была проведена полная техническая реконструкция спорткомплекса. Сейчас катание на коньках в Медео стало хорошей традицией не только для жителей Албаты, но и для гостей города. Шарын Шаткала, каньон Чарын. Каньон Чарын, младший брат американского Гранд каньона, простирается на 154 километров с северо-востока на юго-запад вдоль реки Чарын, одной из наиболее полноводных рек северного Тяньшаня, 200 километров восточнее Алматы. Сказочный ландшафт башни, колонны и арки из бесчетных слоев окаменевшего красного песчаника, возраст которого 12 миллионов лет. Скалистые обрывы и отвесные скалы завораживают своеобразием и фантасмагоричностью пейзажа. Загадочные формы, появившиеся благодаря разрушениям и силе ветра, образуют страну таинственных скульптур, долину замков, ущелье ведьм и привидений. Флора и фауна здесь под стать рельефу. Лона каньона изобилует редчайшими растениями, занесенными в Красную книгу. Еще с эпохи ледникового периода сохранился сагдийский ясень, который был широко распространен на планете 25 миллионов лет назад, а сейчас прирастает лишь в 2 местах в мире – в Казахстане и Северной Америке. Если повезет, можно увидеть и сокола белобана. Эти любимцы арабских шейхов гнездятся в расселинах скал каньона перед осенней миграцией в Туркменистан.